Так. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и в TikTok Аслан Арцуев. Сегодня у нас 17 июля 2023 года. 20 часов 1 минута по Берлину, 21 час 1 минута по Джохару. Витаю вас всех. Хамзат, Машуэль, Тамерлан, Файтер, DX, взаимно, Файтер, Шалом. Витаю вас все, друзья. Так, стрим у нас идет, как обычно, в ТикТок и в YouTube. Как обычно, в ТикТок заходят люди, но у нас пока видно 4. Уже человек, наверное, сейчас не буду считать, человек 15 уже зашло, но показывает только. Не витаю, недрами не делюсь. Не понял. Здоровенькі були, через здоровенькі були. Здоровенькі були, хлопці. Гарні хлопці, здоровенькі були. Так, друзья. Крицберг. Всех, друзья. Витаю вас. Машуэль. Так, у нас новая дама, да, с новым ником, или старая дама с новым ником. Машуэль. Валейкум салам, Шамиль. Валейкум салам. Всех я вас витаю, друзья. Итак. Ах ты, зараза. Сейчас, момент. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим в социальных сетях, везде расширьте, разбросайте везде ссылку. Это очень сильно помогает. Несмотря на то, что возобновилась атака на наш канал, несмотря на это, все равно интерес людей знать правду они не могут загасить, несмотря на то, что они всячески пытаются нам просто и обманом, и хитростью, и с помощью современных технологий, ничего у них не получается. И если вы хотите знать правду, вы можете в этом помогать мне, и распространять эту правду. Вот смотрите, вы, наверное, не знаю, в ТикТоке то, что вот вы видите, да, что люди заходят, 6, было сейчас 7, стало 6 человек. И вот зашло, вы, наверное, вы же должны видеть, да, вот сколько людей зашло. Я вот специально пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, себя не буду, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. И Мекборза я, по-моему, уже считал, который лайк поставил, да? Мекборз был. Не видно Мекборза. Не было. Значит, 23. Показывает 10. Да ладно. Это просто, чтобы мне самому просто интересно, как это все происходит. Да ладно. Я, кстати, могу вам сфотографировать это, чтобы вы видели. Смотрите. Вот так. Так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как раз 9, 10 помещается на одну фотографию. Все видно. Да ладно, это, я думаю, в принципе, просто, в принципе. Так, сегодняшний я свой стрим назвал следующим образом. Кадыров взорвался на Крымском мосту. Я, наверное, немножко изменю название своего стрима, потому что не взорвался, не совсем верно будет взорвался, потому что не совсем он взорвался, я бы сказал, лопнул на Крымском мосту. Сейчас давайте изменю, потому что я был очень в спешке все писал. Кадыров лопнул
по-другому объяснить взрыв. Украинские службы специальные не берут на себя ответственность, как мы знаем, хотя тонко намекают. Но я все-таки думаю, это были не украинские спецслужбы. Я думаю, что на Крымском мосту Кадыров лопнул. Он уже так припух, что он лопнул. Поэтому давайте об этом поговорим, Дио. Так, а ты доволен? Ну бомбанули, и что? Ваших-то 500 000 завалили. Вот, видите, на русский террорист по кличке Алекс. Так, с Казахстана, Германия написано. Ах ты ублюдина. Я с удовольствием с тобой встречу, Алекс. Ты у нас 500 000 ты наших завалил, да? Гнида ты. Я тебя сейчас скриншотю. Я обязательно готов с тобой встретиться. Или же, если ты не живешь в Гамбурге, я могу любого своего товарища прислать. Бомбанули, говорит, ваших-то 500 000 завалили. Что мы Крым, что я радуюсь, типа, говорит, 500 000 они наших убили. Да, к сожалению, ваши ублюдки убили 300 000 наших граждан. Там были не только чеченцы, там были и русские. Ну вот такая мразотина, как ты, которая сюда приехала, и зная, что убили столько наших граждан, еще что-то пытается она тут говорить. Я очень надеюсь, что вот с тобой разберутся немецкие власти и обязательно тебя накажут. Отправят тебя в Казахстан, а вообще, ну ты вроде с Казахстана тут пишешь. Но вообще-то достаточно того, что ты просто ублюдина. Просто страшная ублюдина. Так вот, Крым, который незаконно русские террористы возвели на территорию Украины, сегодня был снесен. Он приводнился, и получилась не очень хорошая ситуация с мостом. Есть даже погибшие люди, которые незаконно посещали украинскую территорию. Давайте поговорим об этом и о многом другом. Жаль мне тебя, говорит, братья достанут. Мне знаешь, что вообще веселит, когда ваши вот эти ублюдки имперские, когда вы говорите, что братья, наверное, ты кадыровцев имеешь в виду, достанут, что вы до того извиняюсь, трусливые, что вы всегда прячетесь за толстой рожей Кадырова. А самим слабо прийти и спросить с нас. Обязательно нужно прикрываться чеченоговорящими. Ну да ладно. Ну да ладно. Поехали дальше, Дион. Ваших 500 000 завалили. Хорошо, хорошо. Гнида. Хорошо. Да, поэтому тебя мало кто смотрит, говорит Герман Пауэр. Нет, это не важно, знаешь, хороший продукт оптом не бывает. Мы умные вещи тут говорим, и не каждому дано понять, что мы говорим. Ну и, конечно, одна надежда на Кадырова. Да-да, Кафырова, совершенно верно. У них одна надежда на Кадырова. Ну ладно, тут зашли тут крымчане. Знаете, что меня радует? Что вы бессильны просто против всего, что происходит. Понимаете? Вы будете исходить злобой, изрыгать свою злобу, и все. Аслан, Кадырова можно назвать чеченским Сталином? Нет, конечно. Как можно чеченским Сталином назвать марионетку абсолютную? Сталин был при всем своем отрицательном историческим отрицательным персонажем, при всем при этом он был независимым персонажем. Этот человек был, да, это был жестокий, подлый человек, но он был независим. Кадыров с 2 классами образования, он тупо выполняет приказы, которые ему дает ФСБ, и все, он абсолютно, нет, конечно, какой он Сталин. Называя Кадырова Сталиным, мы пытаемся, или те, кто так пытается сказать, уводят от главного виновника. Путин – это Андропов, Берия, Сталин, но не Кадыров. Кадыров – это инструмент, Кадыров – это пешка.
Кадыров это 0. Причем круглый. Сейчас мы уже видим, что это круглый 0. Ассаламу алейкум, массабусовна. Ва алейкум ассалам. Так, ва алейкум салам. Асан, матемшин тагуа. Кадыровен, Крымский мост и ухилла баа. Ба'дек цадюц Ишам бацу. Так, ассалам алейкум. Что реально Кафыров взорвался на мосту? Ну, конечно, помните, Кадыров Рамзан постоянно говорил, что вы там сидите в Европе, будьте мужчинами, приедьте домой, обвяжитесь взрывчаткой и взорвитесь. И им нужно было, чтобы кто-то приехал и взорвался. Потом их агенты, которые тут были, прикидывались там разными религиозными там лидерами там и так далее, они призывали, идите взорвитесь, сделайте что-нибудь. Дураков немного, правда, находилось и уже как бы не было вообще. И поэтому у меня возникла такая идея. Почему бы Кадырову, который считает, что это священная война в Украине идет, что вот русские ведут священную войну, и вот он обязательно на этот джихад грозился пойти, не поехать и не взорваться на том же мосту. И я полагаю, что все-таки, ну мы пока еще не знаем, я просто предполагаю, что все-таки этот мост взорвали не украинские спецслужбы, а это лопнул Кадыров. Он переел и лопнул на этом мосту. Поэтому вот такая вот вещь. И тут такие парни зашли, начали меня обвинять во лжи. Говорят, тебе нельзя доверять, ты сказал, что Кадыров взорвался на мосту. Но это, друзья, если вы не понимаете шуток, то я думаю, у вас проблемы просто очень большие. Очень. Вы же могли бы догадаться, что Кадыров никогда в своей жизни не рискнет даже своей жизнью, не то чтобы пойдет взрываться на мост. Так, возобновилась атака не только на канал, но и на мост. Но на мост, да, это атака Кадырова была. Все ясно, адиос. Давай, чувствуем, уважаемые тебе чеченцы. Аслан, спой гимн Ичкерии. Сердце на тебе мне тут пишет. С сердечками такая вся ты. Что мне за это будет? Я могу с тобой дуэтом спеть. Заходи. Давай мы с тобой споем гимн. Делай запрос, я тебя подниму, как тут принято говорить. И мы с тобой споем гимн Ичкерии. Так, Ахмад Силас зашел к нам. Ахмад Силас. Да, я тоже так думаю. Слава Ичкерии. Героям слава. Героям слава. Так. Помните, вы мне задавали вопрос, что Марк. Как же его? Шмураков. Говорил, что он говорил на Басаева, что тот террорист якобы. Я полагаю, Марк сам является подхолопным террористом. Поэтому я с нему задал вопрос, он говорит, да, я говорил об этом, и потому что он там в Грузии воевал, и что Басаев это ФСБшник, он говорит. Наверное, он попал под влияние каких-нибудь там террористов, или сам изначально был подхолопным. Поэтому говорит на нашего героя так. Вроде я ему написал, ответил, но он мне так и не ответил. Сегодня постараюсь разобраться с этим вопросом нашей Спилки. Ну, посмотрим, что мне скажет Спилка по этому поводу. Своих героев обижать и называть их террористами мы не позволим никому. Так, пойдемте дальше. Я не могу пока стримиться. Давай тогда сделаем так. Ты мне позвонишь на WhatsApp и видеозвонком. И мы с тобой прочитаем, споем гимн Ичкерии. Давай. Звони, у меня есть WhatsApp, номер моего WhatsApp находится под каждым видео в YouTube на канале Reality. Заходи, звони. Так просто я вам не дам уйти от ответственности. Истинный ичкерійць, слава Україні, дякую вам. Дуже дякую. Героям слава, Валерий. Так, ассаламу, что так, возобновился атака, так. Где моя мышка? Ну, давайте. Салам Маршал, Мэшне, Дейлер, Салам Маршал, Рыбак, Машур. Приветствую всех. Салам алейкум, алейкум салам. Алейкум салам.
Ich bin dabei. Салам, Маршал Асланбек. Валейк салам, Амзат. Ассаламу алейкум. Так. Всех я вас, друзья, всех приветствую. Этот лопух опух и лопнул на мосту. Да, совершенно верно. Вчера на чеченском стрим был. На какую тему? Ой, на разную, справедливый человек, на разную. Салам всем свободным людям. Салам, Аслам. Салам, Эд. Витаю тебя, дорогой. Аслам, мать тебе не подходит. Да я же не матерился бы. Не подходит, это я знаю. Это, ну, каюсь, грешен, но это всякое бывает. Годы, прожитые в России, сказывается, боже, да. Салам алейкум. Алейкум. Так. Шалам алейкум, файтер. Так, Аслан, не надо так реагировать, они этого не стоят. Пусть они останутся в своем Д. Совершенно верно это, совершенно верно. Но они умеют задеть за живое. Знают, что для меня это самая болезненная тема. И умеют. Они потом притворяются. Нет, мы что, мы только с террористами воевали. А потом когда-то их и нутро выскакивает и говорит, ну мы вас 500 тысяч уничтожили. Хорошо, запомнили. Я вас уверяю, мы никогда этого не забудем. Ни 44-й год не забудем, ни эти последние годы. Вот эти две русско-чеченские войны не забудем. Ой, не забудем. Детей, внуков будем воспитывать. С ненавистью, с презрением, как к дохлой скотине за эти преступления. Ой, не забудем. Никогда не забудем. Я прокляну всех своих детей и внуков, если они это забудут. Навеки вечное я их проклинаю. Сейчас, прямо сейчас я их проклинаю. Когда-нибудь они увидят, наверное, как их дед говорил. Будут же, наверное, смотреть, кому когда станет интересно, мои стримы. В это грандиозное историческое время то, что происходило, а я это все фиксировал. И я им говорю, и всем чеченцам говорю, и детям, и внукам, и другим поколениям, не только своим и всем остальным. Прокляну навеки вечно, если вы это забудете. Проклинаю. Асан, доброго вечера вам. Там есть фото погибших с георгиевскими ленточками, и ребенок их не в форме советской. Это еще те типы были. Ну, кто поедет, Тарас, в Крым, скажи мне, вот просто логике предаться, даже в начале в Крым ехать это, ну ладно, оболванили пропагандой в 2014-2015 году. Сейчас кто поедет в Крым? Только самые отмороженные туда поедут. Я не видел погибших, ничего нет по этому поводу не видел, но... Так... Ассаламу алейкум. Как думаешь, сколько детей женщин помогут вызвать из сирийского плена за халявные доллары? Не знаю. Так, если взорвали Дон Дырова, значит ему повезло. Нет, не его взорвали, он сам взорвался, он лопнул на Крымском мосту, поэтому мост пострадал. Так, зря вы думаете, что Валентина Матвиенко Украина, она по мужу Матвиенко, а так чистая россиянка. Владимир, ну я предположил, сказал, я так, ну, считайте, вы меня убедили, еще тогда мне уже написали, что она только по мужу. Ну, я думаю, что есть ведь, да, согласитесь, что есть там украинцы, там разных национальностей, там разные олигархи есть с украинскими фамилиями и так далее. Поэтому особо так, я не думаю, что нужно реагировать. Так. Нас еще прибавилось 1,5 миллиона. Ну, не 1,5, но неплохо справляемся, Дэн. Аса, я думаю, надо готовить документы на репарацию к фашистской Российской Федерации. Совершенно верно, я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Армяне 100 лет своих детей учат, что турки враги из-за геноцида. Ну, не знаю, какой там геноцид был. Я знаю, что у нас был геноцид. Так, Аслан, леди, чуешь, моя цухилла мокшуйтис. Сумца хабадыдечи мокшуят. Так, они погибли не от взрыва, они на скорости влетели в разлом моста. Ясно. Вот чешет, говорит.
из-за ошибки политиков думаете правильно ненавидеть весь народ? Это вы мне говорите? У вас, вы обратите внимание, у вас буква В стоит на нике. Это вы так политиками не согласны, я не понял. В, Z, кто у вас там? В, Z, Восток, Запад, что у вас там еще? Вы считаете, это была ошибка политиков, только лишь политиков? Мне кажется, русские с удовольствием топили в крови. В 99 году, когда ваша банда ФСБ взорвала ваших женщин, детей и стариков, вот этот Алекс, который сюда заходил, про 500 тысяч убитых наших граждан, которых мне напоминал, забыл, наверное, что когда ваша террористическая банда ФСБ взорвала ваших же русских, и потом в Рязани были задержаны вашими же ФСБшниками и ментами, московские ФСБшники, при попытке подрыва Пятого дома. Так вот, ни эти ФСБшники, ни эти менты, ни весь русский народ почему-то не обратил на это внимания, а пошел радостно топить чеченский народ в крови. Мне кажется, русский народ виноват в том, что произошло. И знаете, было бы даже немножко оправдательно для русских, если бы это было бы, допустим, в первый раз в нашей истории. Так вы нас уже 450 лет убиваете. Понимаете? 450 лет вы нас убиваете. И я, как один из представителей своего народа, свидетельствую всем своим видом и своей деятельностью, что вы нас не покорили, не сломали. И дело не только в политиках. Не только в политиках. Алейкум салам, видите, машволь, зумсо машволь, шевега машволь, шу алейкум ассалам. Істиннички, слава Україні, дякую. Так, Басаев герой, абсолютно. Басаев герой нации, чеченского народа. Игноришь прямые, чисто по кайфу читает. Конечно, а что я, ради тебя здесь сел, что ли? Ты думаешь, другие народы забудут? Я не знаю, другие, я за свой народ говорю. Мне как-то другие не должны, по идее, если это настоящий народ, они не должны этого забывать. Так. Мой брат с вашими братьями обороняет Украину, и дякую вам. Дякую, Валерий, дякую. Привет вашему, витайте вашего брата от меня. Ассаламу алейкум. Так, привет из Эстонии. Эстония, привет, братья эстонцы. Так, пойдемте дальше. Русские едут на халяву, бесплатные путевки и компенсации топлива Мордор дает. Круглосуточно едет цивильные как щит, а между ими груз военных и снарядов. Да, совершенно верно, Дойля, совершенно верно. Витаю вас, Дойля. Бек ночью, алейкум. Митвенко родилась 7 апреля 49-го, Щепеткова, Каменск-Подольская область, Украинская ССР. А какая у нее фамилия, скажите, Бобовнятка, скажите, пожалуйста. Меня просто немножко отвлекали. Но это не важно на самом деле. Я как в пример говорил, что могут быть чеченцы, которые убивают чеченцев, могут быть украинцы, которые убивают украинцев, могут быть украинцы, которые убивают чеченцев, и могут быть чеченцы, которые убивают украинцев. Ну, вот в этом контексте это все было. И я ее упомянул как одну из самых приближенных к Путину человека. И там ведь кроме Матвиенко есть Ковальчук, там есть тоже с украинской фамилией. Я не знаю, насколько и что Матвиенко, что Ковальчук украинских корней там или и так далее. Они преступники, кто бы они ни были. Чеченцы они, украинцы или армяне, не имеет значения. Они преступники.
Поэтому я не думаю, что нужно так заострять внимание на том, что я сказал, и там что-то мне что-то в этом предъявлять. Ну, как-то так. Машуль война. Алейкум ассалам. Привет из Литвы. Юля. Витаю вас, Литва. Витаю. Привет, хороший человек из Сакартвела. Гамарджоба Генацвалей. Гамарджоба. Томан Курте. Да, Юлия, совершенно верно. Томан Курте. Томан Курте, совершенно верно. Салам маршала подразделения имени Хамзата Гилаева Борз. Делер салам маршала бег ночью. Машуэло. Так, да-да, есть там такое подразделение имени Амзата Гилаева Борз. Слышал. Массарга салам маршал дуэжешк. Дал си дуэль. Дал ауш дуэлхшу. Дал лэр дуэлхшу. Дал шаш эрбэх канне цен. Войночу он дя чакбах. Дал ниц хейкал бурам дуэнал шадег дуэлхшу. Войн массарна. Аслан, не находишь равенства бункерский Фуллер 45 и бункерский из ФРФ и чем закончил предшественник? Я думаю, Путина ждет судьба Каддафи, а нам все надо готовить документы ГАГ и судить всех. Да, это очень все похоже, и я надеюсь, что ближайшая вот развязка, я по ощущениям, да, не могу сказать, что это так будет, но по ощущениям, что недели, месяцы, уже развязка будет от всех событий. Конечно же, еще раз предстоит огромная работа по деоккупации Ичкерии, деоккупации Кавказа, если Кавказ захочет. И, конечно же, моя цель, которую я себе поставил в этой жизни, суд над русскими террористами, их пособниками, которые совершали геноцид моего народа. И я очень на это надеюсь. И будем ждать, да, будем готовиться. Матвиенко в девичестве носила фамилию Бублей. Фамилия традиционно считается восточноукраинской, реже белорусской. Идет либо от крестьянского имени Публий, либо от профессии изготовителей бубликов. Ясно, Бавонятка. Дуже дякую вам, спасибо большое. Они 100% присутствуют, это не вы сказали. Да, совершенно верно. Дели Салмаша Берзлой. А по поводу случая ОМОНовцев в мечети в Котельниках прокомментируешь, Аслан? А какой там случай? Что там ОМОН зашел и в обуви что там был? Больше я ничего не знаю. А что там нужно комментировать? Пусть украинцы не обижаются, но в КГБ СССР и нынешнее ФСБ около 40% сотрудников по национальности украинцы, говорит Эдмамедов. Ну а зачем обижаться? Наоборот, если такая проблема, это нужно всем сообща решать эту проблему, а не обижаться друг на друга. Так, после Украины я уже не удивлюсь, русские жестоко убивают своих славян. Вчера они их называли братьями, дикий ужас. Да, Кульдельбак. Машвой. А сам мне кажется, развязка с освобождением оккупированных земель Украины будет только тогда, когда украинцам дадут самолеты, которые им обещали. Ну, может быть и так. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. А ты говорил еще в ноябре-декабре 2021 года, что после Нового года русские нападут на Украину. Я говорил, что и нападут. Потом я сомневался, что нападут. Было всякое, я сейчас всего не вспомню, что было. Но мне казалось самоубийством уже, когда они так говорили, когда американские спецслужбы сказали, что нападут, а Зеленский говорил, не нападут. Я почему-то поверил Зеленскому и говорил, нет, не может быть, чтобы они напали. Ну, пугают, но и самоубийство. Пошел Путин на самоубийство. Видимо, не поверил он Джохару Дудаеву, который сказал, не думайте, что украинцы настолько слабы, насколько кажутся. Это просто очень мирный народ по факту, это я уже от себя говорю. Это народ, который не кичится ничем, не понтуется. Ну, а потом уже цитирует Джохара. Но если они уже возьмутся, то живые будут завидовать мертвым. И, по-моему, так все и происходит. Слава Украине, слава ЗСУ.
Я очень надеюсь, что вот этих 40% КГБшников, СБУшников, разных мерзавцев и подонков, которые служат фашистской России, которых убивает сегодня, их уже убивает, их вычистят с украинской земли, отлучат их, отстранят их от власти, и произойдет зачистка. Она идет, и я уверен, что это еще быстрее все это произойдет. Дай Бог, дай Бог. Алейкум ассалам, Питер Вольф. Да, если что, Матвиенко сама скоро лопнет от вродня и ботекса. Если то, что русские делают в Чечне, не терроризм, тогда что такое терроризм? Эти крылатые слова Басаева ярко подтверждают, кто террористы. Другое дело, где Европа проявляет озабоченность. Если бы не Америка и Англия, и Украину бы сейчас просто захлестнуло бы вот это то же самое, что было у нас, волна вот этих геноцидов, убийств и так далее, безоружные или слабо вооруженные, дезориентированные патриоты сражались бы и одного по одному их уничтожали бы. Если бы не Америка и Великобритания. Поэтому Европу, я на Европу, ни на Германию, ни на Францию абсолютно не рассчитываю. И теперь я многое узнал, когда сюда приехал, пообщался, увидел. Германия, Франция, многие другие страны, не скажу про Восточную Европу, так называемую Восточную, это страны Балтии и Польшу. Их я беру отдельно, это уважаемые страны, которые по-настоящему вычистили вот эту КГБшную грязь из своих структур. Все остальные страны, ну, по большей части европейские эти страны, они мне не нравится, как они себя ведут. Ну, абсолютно бесхребетно. Абсолютно. Любые бабки, они готовы на все. Мне стыдно просто за это. Стыдно. И ничего удивительного в том, что над нами совершался геноцид, и Европа выражала озабоченность. Теперь я это понимаю. И дело не в том, чтобы мусульмане были, как нам навязывала пропаганда. Вон украинцы, не мусульмане нисколько. Если бы не американцы, точно так же выражали бы озабоченность. То же самое про Грузию скажу. Про грузины тоже не мусульмане. Про них тоже озабоченность. Если бы не американцы, то у грузин проблемы были бы большие бы просто. Так, слава Валерию Залужному, здоровья ему и сил. Амин, амин, героям слава. Запасайтесь попкорном, очень скоро будет очень интересно. И не только F-16, все будет очень быстро и красиво. Будем наблюдать Голливуд. Даже такого не видел. Эд, ну не выдавай ты секреты, ну зачем ты им все говоришь? Англосаксоны победят, им это не впервые. Англосаксы победят 100%. И очень хорошо, что Украина, свободная Украина, сейчас в одном стане с англосаксами. Поэтому Украина тоже победит. Много веков Украина не побеждала. Украина пережила страшные геноциды, как и наш чеченский народ. Страшные испытания выпадали на долю. Но теперь настало время измениться истории. Наступает время справедливости. И может быть не каждый доживет из нас до этого. Но это произойдет 100%. Ничего уже не изменит. Ту справедливость, историческую несправедливость, которая была, наступит историческая справедливость. И ту справедливость мы увидим. Увидим Далмула. Далмула. Так. Я вашу подяку переслал от брата, его отдельный поклон. Дуже дякую, Валерий. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Перекидывайте ему ссылку, если он сейчас не на фронте, пусть смотрит нас. И передавайте еще и всем. Дякую тобі. Лёля, я вам тоже дякую. Так, пойдемте дальше. Основа Литва, Латвия, Эстония, Польша, Великобритания. Вот это союзники Украины в Европе. И Ичкерии.
На замечание американского дипломата о том, что Чечня не состоялась как независимое государство, я ответил: оставьте Украину, Молдову и Грузию один на один с Россией и посмотрите, продержатся они также долго против России. Я не знаю, о каком ты дипломате говоришь. Интересно, что это за дипломат такой был, который не состоялось как независимое государство? Не то чтобы не состоялось, мы полностью состоялись, а мы просто были оккупированы. И не состоялось, здесь слово неуместно, кто бы его ни говорил. Один раз Гетман Хмельницкий сделал ошибку, и Россия после окрепла. Сейчас мы исправляем историческую ошибку. И живые будут завидовать мертвым, Сграй. И живые будут завидовать мертвым. Это слова Джохара. Русские, вы так влипли. Ваша гордыня, которая вы уже возомнили себя, вы якобы посчитали, что вы снова покорили Кавказ, непокорных чеченцев, поставили в свой ряд, нашли, я не знаю, чеченец Кадыров или нет, скорее всего, он даже не чеченец. Обычно мы так говорим, когда хотим отодвинуть от себя какого-нибудь манкурта. Но это необразованное существо, абсолютно безграмотное, беспринципное, аморальное существо, которое называло себя пехотинцем, и вы возомнили себя, что вот вы, даже я за другими наблюдал, что вот они хотели бы, чтобы чеченцы, как Кадыров, перед Путиным себя вели, вот как это животное вело себя перед этим бешеным животным. Такого не будет. И гордыня, которая вселилась в души русских, что они все могут, что они никого не боятся. Вчера просили, помню, короткая память, правда, как они просили о помощи, там жвачку, из-за жвачки друг друга убивали на стадионе, из-за джинс, там, видеомагнитофон, ну все вы знаете и так прекрасно. И поперхнулись, подавились. Кусок оказался слишком. Вам сказали: все, хватит, тормози, не лезь. Не лезь, куда ты лезешь? А идеология русских была, Проханов ее постоянно толкал, что русским надо идти до тех пор, пока не дадут в нос до крови, пока не разобьют. Он вот так говорил. Но сейчас, как в том анекдоте, разобьют не только нос, но и как в том анекдоте про Ленина и мальчика. Помните, да? Когда мальчик стоял, плакал, к нему подошел Ленин и сказал: мальчик, ты что плачешь? Он говорит: я копеечку потерял. Ну, говорит, не плачь, на тебе копеечку. И Ленин, дедушка Ленин, дал копеечку мальчику. Мальчик взял копеечку и еще сильнее заплакал. Ленин сказал: ты что плачешь? Он говорит: если я не потерял ту копеечку, у меня было бы 2 копеечки. И тогда Ленин отобрал у мальчика копеечку. А еще он отобрал у него тулуп, шапку и валенки. Вот приблизительно это с вами произойдет, русские. Не оценили вы, даже скормили вам целую нацию, чеченскую нацию разрешили уничтожить, съесть. Вот так, обливаясь кровью, есть младенцев, детей, продавать наши органы, там, я не знаю, унижать, на дорожке там, снимать наши, зная, как нас это задевает, унижать нас, бутылки, что вы только не делали, женщин, мужчин, все вы могли, делали все, что вы могли. За все придется отвечать. Да, мула. И вы не покорили чеченцев. Вы не сломали нас. И я один из самых последних из чеченских стаи волков, я свидетель этому. Вы нас никогда не покорите. Вы никогда нас не приведете к своему повиновению. Даже те так называемые кадыровцы, ваши пехотинцы, они по большей части, кроме вот этой верхушки, которая откровенно просто ничтожна, остальные, они вас не воспринимают как своих господ, как бы вы ни хотели. Нет этого у нас, психологии. Вот нету у нас. Даже самый большой подонок у нас, козырный подонок, он не раб, он просто подонок.
Так, Кафыров с Сюли 100% доказано. Я тоже думаю, что он не чеченец. Там разные слухи ходят, достоверные слухи, что он не чеченец. Но неважно. Пустыня Аризоны потихоньку редеет. Да. Не, не приписывайте заслуги Золотого банка англосаксам. Анархист, а ну-ка разверни свою мысль, свою мудрую мысль. Так, Рамзан Кадыров должен сидеть в тюрьме. Полностью с вами согласен. Пожизненно, пожизненно. Причем питание не очень хорошее. Он любит поесть, поэтому питание нужно очень, как 100 грамм хлеба или 50 грамм хлеба в сутки. Ставим, помогаем каналу, ставим лайки, помогаем каналу продвигать правду, говорит вам Эд. Спасибо, Эд. У всех народов оккупированного России больше всего надежды на чеченцев, ведь все понимают об этом. Если Чечня окончательно отделится от оккупации, при этом будет процветать как независимое государство, то и остальные зададутся над вопрос, зачем им кормить Москву. Да, быстрее бы задались бы они этим вопросом, а то мы уже скоро закончимся. Ичкерия союзник НАТО, базу США в Ичкерию. Наши службы будут работать с Моссад. Совершенно верно, Асланбек. Да, Алмула. НАТО до ичкерийца очень далеко. Мы по сравнению с НАТО профи. Айбек. Скромность, да, она сестра таланта, да. Манкурт, или краткость, или сестра таланта. Ну, скромность тоже. Манкурт может оказаться чеченцем, но Люмпен точно не чеченец. Да, не может. Совершенно верно. Питание чаем Ахмад. Да. Только чисто на чае пускай, без сахара. Кадыров пожизненно будет сидеть. Это будет страшная пытка. Это, между прочим, нельзя по закону. Так, давайте в ТикТоке посмотрим, друзья, что мы пишем. Я очень люблю ваш народ. Приятно слушать вас, вы умный очень. Спасибо очень большое. Исчезните из мира курвы Руси. Это Польша, значит, да? Спасибо, Польша. Я ваш подяку переслал, так, это я уже читал, да, ула, иншалла, кого не победит. Так, дякую тебе, а почему так? А ты в Чечне, дед Колян? Нет, я в городе Герой Гамбурге. В чем проблема? Почему прячешься? Это ты мне? Я не понял. Это я что ли прячусь? Маршал Вольтамерлан, Машуоль, Шаверге. Так, я смотрю на эти споры русскоязычных республиканцев и демократов США, и у меня тоже голова разболелась. Обвиняют друг друга в сговоре с Путиным. Ну, я против республиканцев переть не буду. Поэтому это чисто внутреннее дело американцев, пусть сами разбираются. У них оружие сильное, без сомнений, но духа... Мадите ж бе, кундуйцаюш. Мадите. Духу амацации мою худу. Ишт эльч... Танео душу. В Аризоне самый большой парк самолетов, танков и много другой техники. Пустыня Аризона потихоньку редеет, уходят в помощь Украине. А ты об этом, парк самолетов. Город-герой, блокадник Гамбург. Совершенно верно. Есть классная польская футбольная кричалка. Русская курва, оле, оле, оле. Да. Да. Друзья, да не знает ничего про республиканцев. Ну, мне достаточно того, что мои друзья, мои знакомые американцы, они
топят за республиканцев. А я как они, может. Много здесь духовитых военных есть, и чеченцы в американской армии. Конечно, есть, конечно, есть. И знаете, сейчас дух это, конечно, хорошо, это очень необходимо, но, знаете, есть технологии 21 века, когда какой-нибудь ботаник в очках, сидя на авианосце за 1000 километров, одним дроном может 1000 или сотню очень-очень духовитых а, уничтожить, что те даже не поймут, что они, кто их уничтожил и насколько они духовиты, они даже не поймут. Поэтому все должно сочетаться, все должно сочетаться. Твои друзья, я живу 3-4 года в Штатах, ну ты крутой, молодец. Аслан, меня мучит тот сон, как я понял, остерегайся женский род. Дай Аллаху лучшему это сон. Одинокий, что ты говоришь? О чем? Я не понял, какой женский род? Ну, я не, Никол, я не за Трампа, я за американцев. Но мои друзья за Трампа. Рис немного давать кадырку. Да. Он уже и так стал на китайца похож, и будет рисом кормить. Китайцы, это ничего такого националистического в этом не было. Видел, как разгоняют Z-канала, как русские штампуют беспилотники Ланселоты. Ну да, они там вот эти сказки свои рассказывают. Все очень плохо у русских. Просто все плохо так, как просто очень плохо. Как никогда не было так плохо. Как никогда не было. Что не может нас не радовать? Что не может нас не радовать? Республиканцы всегда были более решительны против России. Демократы были за. Да, к большому сожалению, вот такая, по крайней мере, из ближайшего наблюдения, такая тенденция, такое за ними водилось. Но мне без разницы, республиканец, демократ. Главное, чтобы американцы помогли сделать суд над русскими террористами и признали нашу Чеченскую республику Ичкерия. Все. Буду в молитвах возносить. Я каждый раз и так говорю: Господи, благослови Америку. Это и есть молитва за Америку. И буду дальше продолжать. Есть и армия США, чеченцы, очень классные воины. Мы их бережем. Надеюсь, придут в Ичкерию, когда будет военная база США в Ичкерии. Обязательно, обязательно. Почему в Европе еще ни одно российское посольство не сгорело? Наверное, мусульмане охраняют. Но это уже не к нам. Это не к нам. Русские посольства закрываются. И было бы хорошо, если бы нам эти русские посольства нам передали бы, нам, чеченскому посольству. Если русские проиграют в Украине, начнутся ли репрессии против кавказцев? Есть такая опасность, есть такое опасение, и очень хорошие, так называемые хорошие русские, очень хотели бы начать эти репрессии и переключиться с этих путинских завоеваний Украины, ФСБшных завоеваний, на чеченцев и на кавказцев в целом. Да, есть такие опасения. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Все, фашистская Россия выдыхается. Террористическая банда ФСБ взята за жабры. Я боялся, что будут неправильно расставлены акценты. Мне было очень вызывало опасение, что вот там борьба против Путина, там третье, десятое. Нет, борьба идет как надо против террористической банды КГБ СССР. Вот кто враг. И американцы знают, и англичане знают, кто враг. И это меня успокаивает. Поэтому, им, если их взять за жабры, то им будет уже не до кавказцев, не до чеченцев. Хотя, конечно же,
я об этом много раз говорил, запас прочности у издыхающего вот этого бешеного зверя, их трупный яд, он очень еще велик, и вероятно могут погибнуть еще миллионы людей. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но это нельзя исключать. Ну, во сне женщина докопалась до тебя, и ты ее вышвырнул из автобуса, и что-то произошло, я забыл. Ага, это ты мне сон свой рассказываешь, одинокий. Ясно, ясно. Ну вот, по-моему, сейчас что-то похожее произошло, да. Но, ну и пусть дело. Один раз родились, один раз умрем. Двух смертей не бывать, одной не миновать. Чеченским братьям, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Я понимаю, что-то aber viele sagen, говорит, dass Trump diesen Krieg schon vor langer Zeit bindet hatte, oder, ну, Никол, ну, хорошо, я с вами не буду сейчас вступать в полемику. Так, давайте почитаем. Есть армия, так. Почему в Европе еще ни одно российское? Русские решили своими видосиками напугать. Да. Когда русские агенты влияния стран разного будут ловить и уничтожать. Ну, уничтожать здесь точно не будут. Ну, может, там, за редким исключением. А так, ну, не знаю. Кто за Трампа, это большой красный флаг. Этот тип абсолютно не годится для президента США Лариса Мак. Ну, это не ко мне. Уже ловим и наказываем, Эрих Шим. Всем ассаламу алейкум, витанечка. Ва алейкум салам, хозу, витаю вас. Ассаламу алейкум, вей дух, маршал, душик астам. Ва алейкум салам, Георгий, витаю вас. Дейлер салам, маршал, хуэль. Уна, Георгий, массарна, ой. Я смотрел интервью Дудаева, как он показывал авиационную карту Кавказа. Я показывал авиационную карту. Итак, и что? И что? Трамп агент Путлера. Ну, неправда. Неправда. Трамп не агент Путлера. Не агент. Аслан, береги себя в любом случае. Твои знания будут очень полезны, чтобы очистить знания Кавказа от пропаганды после оккупации. Это проще простого, беречь себя. Я как раз этим и занимаюсь. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ичкери. Совершенно верно. Слава над, слава Ичкери, Джахар и Джахар Дуда. Героям слава. Героям слава. Одну минуточку. Да. Так, друзья, извините. Спасибо всем за лайки, друзья. За лайки всегда у нас в огромном количестве поступают. Ашхамали. Будьте здоровы, дуже дякую, спасибо. Так, это было, дерейскую массаря. Так, а почему ты не вызовешь на поединок Кадырова? В эфире посмеялись бы или поржали бы. Да он не придет ведь. Он не придет, не вытянет он. Да и не мой уровень Кадырова. Я бы Бортникова позвал или Патрушева. Кстати, пользуясь случаем, Бортников, Патрушев, Путин. Давайте, приходите, пообщаемся, расскажите, как вы убивали русских, потом чеченцев. Давайте, расскажите нам. Карта по нанесению авиаудара по стратегическим объектам, включая ГЭС в Горном Дагестане. Да, осень, я видел это видео Джахара. Он об этом говорил, да, есть такое.
Есть такое. Конечно, они сделают все возможное, но это что угодно могут сделать. Так, будь здоров еще раз, береги здоровье. Спасибо, спасибо. Это водка. Конечно, видишь, а как ты думал, что я тут? Ты думаешь, я пил бы воду? Вообще, ну ты вообще не ожидал от тебя, справедливый человек. А я водку как воду пью, понимаешь? А воду вообще не пью. Alhamdulillah da ayıta deres var bek deres var masaya boya koy da ayıtam ta çayı al bu papuan deres var şu возма deres var вахил вахил deres var bak. Рамзан Кадыров лопнул звать поздно, так же, как и взывать, например, к совести и чести. Совершенно верно, Файтер, совершенно верно. Вопрос, зачем им это? В смысле, зачем им это? Осень. Знаешь, много кавказцев, которые уже воспринимают себя такими добровольными россиянами. Когда разваливался совок, кроме чеченцев, как мы знаем, никто не попробовал из Кавказа выйти из фашистской России. И мне обидно за кавказцев, очень обидно, что ходят Россия, там вот эти майки, ну вот русские не носят вот эти спортивные костюмы, Россия, Россия там туда-сюда, сами, ну вы знаете о чем. Чурками называют, квартиры не сдают, там презирают, там, ну все делают, все делают. Кавказцы там подлизываются, там пытаются быть русскими больше, чем русские. Обидно, обидно. За кавказцев, за чеченцев не обидно. Мы подрались так, как никто и никогда. Поэтому, хоть в каком бы сейчас положении ни находился, и некоторые нам пытаются упрек сказать, вот чеченцы там продажные, чеченцы там вот подчинились Путину. Да мы-то сопротивлялись, и мы продолжаем сопротивляться. Просто некоторые кто-то появился из нас, и в принципе у них даже есть этому оправдание, что весь мир отвернулся от них. Так вот, что я хочу сказать. Как бы кавказцы не пытались быть россиянами, как бы они пытались, никогда они нас не будут ни уважать, ни и готовы будут нас уничтожить в любой момент. В любой момент. Мы для них вообще никто, расходный материал. Понимаете? Это нужно понять. И поэтому, если Кавказ захочет отделиться, еще что-то произойдет, они уничтожат, не задумываясь, кого только смогут. Поэтому, если выходить против них, нужно выходить очень решительно, готовыми к тому, что пережил чеченский народ, готовыми умереть, готовыми умереть. Сейчас, подождите, мне тут переписать со спилки, я потом отвечу. Сейчас, пока я занят. Как-то так, да. Поэтому не думайте, как бы вы ни называли себя россиянами, что они вас пощадят или будут к вам относиться. Нет, по-человечески не будут, не будут. Так, добрый вечер. Добрый, Алина, добрый. А ты американский флаг носишь. Ношу, не то слово ношу. Даже, знаешь, я уже себе сейчас другие заказал. Потому что когда постираю, у меня ее не бывает. Понимаешь? У меня огромный флаг на всю стену висит. Вот от потолка почти до пола. Мне его с Америки прислали. Очень горжусь этим флагом. Рядом висит ичкерийский флаг. Ношу эту футболку и ношу эту кепку. Вот эту. Ичкерийскую. Ношу и эту футболку и ношу вот эту кепку. Тоже мне с Америки друг прислал. Понимаешь? Конечно, с гордостью ношу, с гордостью. Горжусь. О чем ты? При чем здесь ваша фашистская, загнивающая фашистская Россия и Руссия и Америка?
Я же не ношу там какого-нибудь севернокорейский флаг там, или там иранский флаг, или там это... И то это уважаемые страны по сравнению с фашистской Россией. Ты о чем? Так, зачем им бомбить Дагестан? Дагестан был всегда России лоялен. Ну, в Дагестане тоже есть еще есть огни в сердцах дагестанцев. Мало, очень мало, но есть. Поэтому будет. Так, кто-то хочет выйти, кто-то нет, и будет гражданская война. Ну, нет, не будет. Почему же? Я не думаю, что за рабство люди будут сражаться, если их не будут подгонять. Конор Макгрегор. Асла, мы решили тебя делегировать в Госдуму. Конор Макгрегор. Кто это мы? Скажи, пожалуйста, кто это вы? А чем гордиться? Гордиться Америкой? Америка это супердержава, это суперцивилизация. Вот все, что сейчас происходит в этом мире, создано так или иначе англо-американской цивилизацией. Понимаете? И мы все в ней пребываем. Я горжусь их технологиями, я горжусь их борьбой за свободу, я горжусь их менталитетом, их индивидуализмом, который так присущ нам, чеченцам. Ну, много чем можно гордиться. Можно их вооружением гордиться, можно гордиться тем, что они держат слово. Можно гордиться тем, что силой, кстати, тоже можно гордиться, которую они применяют пропорционально и кому надо, а не по-свински, как это делают русисты. Ну, как-то так. Много можно на эту тему говорить. Надо будет как-нибудь написать на эту тему. Я как-то соберусь, я просто как-то неудобно немножко, что как-то хвалить американцев. Я сейчас прошу у них помощи, а хвалить они там подумают, я подлизываюсь, там еще чего-то. А мне ничего не нужно от них. Мне нужно, чтобы мой народ оставили ваши фашисты, русисты в покое. Мне вот все, что нужно. Я думаю, они нам помогут. Так. Боже, храни Америку. Амин. Амин. Евпаньпи уже за Китай начал топить. Какие же вы никчемные, какие же вы бичи. Великая русская цивилизация сейчас будет ложиться под Китай. Уже легла на Дальнем Востоке. Ну да ладно, ладно, не буду я вас сильно травмированных, дотравмировать. Да. Так, свободу Михаила Саакашвили. Так, Рамзан, так. Костюм Боска, да, Россия Боска, я знаю, о чем говорит. Да, Олег Аплан, совершенно верно. Свободу Кавказа. Вот и есть кто-то среди кавказцев, похожий на Басаева или Дудаева, которые могут повести за собой. Вот есть кто-то, это вопрос среди кавказцев, похожий на Басаева или Дудаева, которые могут повести за собой народ. Я думаю, конечно же, есть. Абсолютно. Может, не такие опытные, как Джахар, не такие талантливые, но каждый чеченец генерал, как говорил Джахар, и каждый чеченец герой. И в каждом народе, я думаю, есть такие. Умирать пусть враги россиянские, а мы должны жить. Да, Сгрей, совершенно верно. Слава Ичкири, героям слава. Русские никогда кавказца не будут считать за своих, вообще за людей. Насколько хорошими, удобными не были кавказцы для русских. Посмотреть на тех осетин и армян, не стали они русскими ближе. Совершенно верно. Осетины, которые полностью легли под русских, фактически перестали существовать как группа, этническая группа. У них ничего своего не осталось. Они не стали кавказцами, русские им не дали этого сделать, но и не стали своими среди русских. Их писатели везде их где-то всегда принижали, несмотря на то, что они за них. И это унизительное, уничижительное отношение, оно сказывается же. Я думаю,
все, кто так поступает, со всеми так произойдет. И армяне также тоже полностью легли, хитрили, как только могли, их побольше чуть-чуть, чем осетин там, и более изворотливые, но и отделиться у них получилось. Но при всем при этом очень, очень все у них печально. Сейчас, правда, начали немножко переигрывать, но мы все помним. И армянам стоило бы извиниться, а не так в наглую, что вот мы теперь против русских, там, не надо против русских, до конца с русскими давайте. Ну или извиняйтесь, или понимаете, что вы веками занимали вот определенную сторону, которая угнетала весь Кавказ. И если винить русских за ту имперскую политику, то отчасти это нужно по отношению и к осетинам, и к армянам, и ко всем остальным. Сегодня официальная страница контрразведки опубликовала видео, как бойцы чеченцы расстреляли технику и в ней русню. Респект чеченцам, никогда не забудем падение рылом в грязь других кавказцев. Да, Хорзум, я видел это видео. У тебя раньше на стене висел флаг США. Да, он и сейчас висит. Просто сейчас я как правозащитник должен отдалиться от всех политических разных моментов, не знаю, как это выразить. И хотя моя правозащитная деятельность заключается в том, чтобы мой народ получил те права, которых он лишен. Самый лишенный в правах народ на земле на сегодняшний день – это чеченский народ. И правозащитная деятельность, которая тесно переплетается с политической деятельностью, хотя я никак не хочу себя относить к этой политике, но при всем при этом она переплетается, и сегодня мой народ может иметь права и быть защищен только лишь когда он станет субъектом международного права. А это напрямую политика, это напрямую Соединенные Штаты Америки и Великобритания, и ООН. Поэтому вот как-то вот в такой дилемме я оказался. Если бы мой народ был бы независим, мы бы были субъектом международного права, в отношении нас и за нас, в отношении нас работало бы международное право, у нас были бы свои гражданские институты, государственные, правовые, правозащитные институты, то я бы не поднимал бы ни флаги, ничьи, я бы работал бы, занимался своей правозащитой. Но вот вынужден лавировать, идти вот между всем этим. Как-то так. Кавказцу не западло поднять американский флаг, так как Америка не оккупировала Кавказ и не уничтожала наших предков. Конечно, Лек Аплан, не тоже не западло. Я горжусь, что я один из первых поднял этот американский флаг вот в это современное время. Хотя Джохар Дудаев был абсолютно проамериканский, абсолютно прозападный человек. И просто чуть-чуть увели нас в сторону после его гибели, после многих-многих событий. И я горжусь тем, что я один из первых, если не первый, поднял этот флаг широко, высоко, открыто, прямо, без стеснений, хотя говорили американцы, там Израиль, это там враги, как будто 400 лет нас Израиль и американцы геноцидили, а не русские. И вот вчера ко мне зашел один парень, сказал, что он будет говорить про КГБ, ФСБ, но не хватило ему чуть-чуть запала, чтобы говорить, и переключился на американцев, на евреев, ну и так далее. Поэтому, ну, конечно, горжусь. Все отлично, друзья. Сейчас немного путешествую по США. Какая же это красивая страна. Природа невероятная. Да, Хорзумат, прекрасная страна. У меня в квартире, кроме родного, есть еще британский флаг. Хочу еще литовские флаги Ичкерии. Сграй, повесьте. Надо.
Дагестан стал лоялен России, наверное, с 1940-х годов. Да, я думаю, после того, как чеченцев выслали, и дагестанцам перепало с чеченских земель, и они стали там, ну, полно, полноправными, да, или, если так можно сказать, хозяевами на наших домах, на нашем имуществе. Может, тогда дагестанцы посчитали, что Россия нам отблагодарила, вот, отдала нам земли, все вот эти ресурсы, которые остались от чеченцев и ингушей. Но посмотрим, ладно. Очень уважала преподавателя из Чечни, достойный человек. Но прошли 90-е, в Волжском городе Гибняево развили якобы чеченская мафия. Вот тогда не понимала. Народ Кавказа отличный народ, боритесь. Обязательно, Россия Мак, спасибо. Будем бороться. Американский флаг на футболке стильно, русский флаг дебильно. Бамучери, валейксалам. Валейксалам, Бамучери. Такие умные, что исторические нищие шакалы Кремля, эти древние, размножаются кругом по всему, кроме своей армии. Американская база в Армении не помешала бы, как раз там Иран. Достаточно, если она будет в Ичкерии. На Кавказе, если на территории Чеченской Республики Ичкерия будет американская американская база, я думаю, все будет отлично на всем Кавказе. И на всех трех морях рядом, везде все будет в идеале. Я так думаю. Слава Украине! Героям слава, Рит! Героям слава! Героям слава! Из Израиля. Юлампи. Супер. Юлампи, так ты из Израиля и ты против Америки. Ай. Не плюй в колодец, с которого пьешь, Юлампи. Нужно назвать вещи своими именами. Америка это тоже своего рода империя. Говорит Байер. Асан, нет, не из-за земель, так как переселили на какую-то малую часть населения Дагестана. Мне кажется, с 1941 года, как началась так называемая Великая Отечественная. Ну, Лек Аплан, например, если вы имеете в виду там Хасавюртовский район, там Ауховский район, что вот там только туда заселили, вы глубоко ошибаетесь. Ауховский район присоединили к Дагестану, а заселяли дагестанцев по всей Чечне. Например, мои родители родом я сам оттуда, населенный пункт Катыр-Юрт называется. Это западная часть Чеченской Республики Ичкерия, ближе к Ингушетии. Так вот, в нашем доме моего отца, деда, прямого моего отца, доме, жил аварец, дагестанец. И жил очень много там. Очень много вот в этом населенном пункте. А это конец уже, другой конец от Дагестана, другой конец это получается фактически. Поэтому везде заселялись. И никто насильно не заселял их. Не сильно там убивали. Вот мне дальше пишет справедливый Аслан, ты не прав. Все Дагестан также насильно переселяли на территории Чечни. Многие точно так же погибли при переселении. Это неправда у меня. Извините, конечно, за правду, но то, что вы говорите, это неправда. Ну, может, кого-то там переселяли, кого-то с гор сгоняли, чтобы там не обречили или не помогали там чеченским обрекам, чеченским там партизанам, которые были, или дагестанским своим партизанам. Вся Чечня заселялась. С Подмосковья русских везли, из Дагестана везли, с Осетии везли. Отовсюду везли, отовсюду, поверьте. Так, справедливость, ум, благородство, так.
Постоянно Азербайджан, когда ты лезгин говоришь об этом, так это не мне. Ну ладно, поехали. А если говорить в каждом эфире о президиуме Ичкерии, будет задевать закаевцев? А если говорить о каждом эфире о президиуме Ичкерии, будет задевать закаевцев? Я не знаю, я как-то такой цели не ставлю. Мне кого-то задевать нет необходимости. Мне нужно разъяснить позицию, как я вижу эту картину, которая сложилась. Сложилась очень удручающая ситуация у нас сложилась в нашем обществе. Поэтому я это говорю не для того, чтобы задеть закаевцев. Я надеюсь, там еще есть люди, которые искренне заблуждаются, находясь вокруг. Но после того, сколько я уже сказал, я не думаю, что там остались те, кто реально заблуждается. Ну, хотя, может, еще кто-то и остался. А так у меня нет задачи задеть. Они мне тут пишут, мы тебя спросим, мы тебе там это сделаем. За каждое слово ты мне ответишь, там, и так далее. 8 лет эти дешевые угрозы мне поступают. Но кроме подлости из-за спины где-то сделать пакость, или там где-то там совершить там какой-нибудь тешамбех, вот больше я не вижу, что они способны. Потому что я открыт. Я за каждое свое слово публично, у вас есть мои телефоны, у меня есть прямой эфир, сейчас мы вещаем в прямом эфире. Я за каждое свое слово готов ответить. Но только по подлость, из-под тишка, где-то из-за угла, если они хотят это сделать, только так они это сделают. Или же если я где-то вру, где-то я наговариваю на людей. Ну выйдите, зачем ждать? Если кто-то думает, что можно меня где-то там испугать там, или убить меня, и это останется безнаказанным и так далее, но это ошибка, глубокая ошибка. А так писать комментарии, вот мне писали комментарии, сейчас я зайду, посмотрю, и мы тебя там, мы там, ты за каждое слово ответишь, там, мы там не простим тебе. Ну, сейчас там искать это все, тут они тут мне пишут в комментариях. Адвокат из Москвы, ты что из-за себя, ты что-то за себя бы говорил, кто ты? Да я за себя все рассказал. Я рассказал свою историю, то, что никому знать не надо и что против меня будет использоваться. Просто я рассказал, чтобы знали, мне нечего скрывать. Я вышел, все раскрыл полностью, и хорошее, и плохое. И как ты вообще нарисовался такой из Москвы, всех учить пытаешься? Все у тебя агенты, сам-то ты мил человек, кто будешь. Скользкий типок ты, как видно. Ты сам случаем не с конторы из Кабара, а нам тут зачесываешь. Давай, Палмобить, за каждое слово лживое с тебя самого спросят чуть позже. Самое главное здесь чуть позже. Я ему ответил, зачем же ждать? Вы мне уже 8 лет здесь угрожаете. 8 лет я как приехал сюда, начал еще, с Фейсбука мне угрожают. Ну и 4 года, как я открыто, более 4,5 года я веду эту блогерскую деятельность. Я на митингах бываю, я открыт. Я специально оставляю телефоны. Выйдите на связь. Если есть, давайте, за лживое слово, спросите с меня. Ну, почему-то вы не выходите со мной. Может, дело не в том, что у меня лживые слова. Валлахи, билляхи, вы спросили бы, если бы я лгал бы. Валлахи, билляхи, вы мне житья не давали бы, если бы я лгал бы. Вы бы от моего дома не отходили. Вы все знаете, где я живу. Ваш вербовщик, который ко мне приходил, называл мой дом, сколько этажей, так, чтобы я заволновался. Чтобы типа, о, не знает, где я живу. Конечно, вы знаете, где я не скрывал. Я вас всех в дом запускал. Я вас кормил у себя дома. Многих из вас. Поэтому приходите, спрашивайте. Спрашивайте. Но только не так, что вот там, где-то там в уголку поговорим, там, где-то там, что открыто прямо, публично, под запись. Чтобы вы мне там, вот эти ваши словесная эквилибристика, или как говорил Шамиль Басаев, проституция словесная, она мне не интересна, понимаете? Я знаю, как вы умеете вертеть, там, одно перекручивать. Прямо скажите, вот здесь, а нечего сказать. Нечего, вот в чем вся проблема. Давайте, выходите. Поэтому как-то так, друзья, как-то так. Я не ставлю целью задеть Закаева или закаевцев. Для меня не существует Закаева и закаевцев. Для меня существует
прорусские товарищи, которые готовы делать все ради денег, они это делают, ради там, великой России это делают. Мне это без разницы. Есть цель, которая ими преследуется, и она категорически против национальных интересов моего государства, моего многострадального, постгеноцидного чеченского народа. Вот эти люди несут зло. Я сейчас не конкретно о Закаеве, он несет зло, но я не конкретно о нем говорю. Вот все, кто на этой стороне, у меня нету закаевцы, макаевцы, там, другие, третьи, там, нету для меня. Если ты не на стороне чеченского народа, не на стороне свободы, прав своего народа, то ты за русских. Все, ради денег ты это делаешь, ради какой-то там великой России ты это делаешь. Там, я не знаю, компромат на тебя есть какой-то, ты это делаешь. Мне без разницы, меня это вообще не волнует. Меня волнует, что мой народ оказался на грани уничтожения, что его депортировать собираются, обвиняют его во всех смертных грехах, что он террорист, фашист, что он здесь головы отрезает, убивает людей только потому, что они других взглядов, религиозных, например. Рассказывают нам сказки, просто полностью оболваненный мой народ. Я просто не смог это терпеть, видеть это. И начал заниматься этим. И буду заниматься, и мне без разницы. Там ФСБ там будет, или какой-нибудь Закаев там будет. Кто такой Закаев? Не существует такого человека, как личности, который может меня остановить на этом. Или его окружение. Они мне угрожают, прямо угрожают, убить угрожают. Они, ФСБ, ГРУ, все мне угрожают убить. Ну и что? И что я буду теперь молчать? Нет, конечно. Я буду говорить, я буду добиваться того, чтобы кровопийцы, которые присосались к моему народу, которые за счет моего народа делают себе какие-то финансовые дивиденды, политические дивиденды, я против этого. У чеченцев есть еще люди, которые думают о своем народе. Вот и все. Нет у меня никакого желания ни с кем ругаться. Честное слово, нет. Ну я что, я сумасшедший, что ли? Нет, конечно. Я также хочу жить, созидать, развиваться, зарабатывать, иметь свою работу и так далее. Я всем все оставил ради того, чтобы заниматься этим. Они мне угрожают. И каждый раз мы потом с тебя спросим. Ну почему же потом? У вас там армии есть, у вас там верховный главнокомандующий, там эти, третий, десятый. Вы знаете, где я живу. Все открыто. Если хотите, спрашивайте. Хотите убить, приедьте, убейте. Просто не думайте, что, конечно, здесь вас будут встречать с распростертыми объятиями. Поверьте, вы будете очень сильно удивлены этому, как вас здесь встретят. Но приедьте, сделайте, ну прям открыто просто. Совуха виошвигали, как чеченец чеченцу, я, как у нас, убил, отнес труп, я, да, убил вашего человека, вот, возьмите, и не бросает труп, уважение просто к трупу. Прямо говорю, я объявляю тебе кровную месть. Я такое-то приду и замочу тебя. Ну скажите, сделайте это. Ну не скажут же. Подлянку только могут сделать. Потому что я не лгу. Я не лгу. А вместо этого придите со мной на детектор лжи. Давайте, я лгу, давайте сядем на детектор лжи. Где я лгу, проверим, где вы лжете, проверим. Работаете вы на русских. Воровали вы деньги, которые выделялись для чеченского народа и чеченской армии. Давайте все это проверим. Если вы думаете, это забылось, не забылось. Геноцид чеченского народа мы будем еще 100 лет разбирать, который сейчас был. 100 лет разбирать будет. И вы не будете героями. Вы не будете героями чеченского народа, как вы хотите сейчас представиться. Вот как-то так. Как-то так. Так, давайте дальше. Давайте дальше.
Держи Бог, дуцери. Ну, наверное, если уже до должности дорвутся, и как они, кадыровцы. Ну, кадыровцы тоже меня хотят убить. Тоже, ну, мне что, мне какая разница? Один раз родился, один раз умру. Но не отступлю. Вот и все. Я неправильно сформулировал. Люди мало знают о президиуме. Это будет им мешать. Да, к большому сожалению, ты прав, Осень. Люди мало знают о президиуме. Президиум менее активен, чем театральная труппа в экзиле. Да, это так. Так. Пойдемте дальше. Несправедливо, что уходи, тебе не место. Наши дела разбирают. Мы сами сподающие землю, мы все равно землю. Tamirlan, ispaka madīcīš lat madīci tīšvaik. Lat dīc šeš büllus bušun. Vai šega lat hadach ješ, bui hörda ješ, bui bosta homš dīč bušun, ješ užēso, hoš bušun, cēr cāca dīč tu umšun. Tundēļ, vai lat madīci, vai lat dēc, vai din kaukāzī, raski erbor bušun. Tach, šē dega, šēša danistur dušun. Просто hints dega, raskšanti dörzeroja. Asa išta to al даже so olšun el dīzek. Так, да, придется дагестанцы как-то загладить свой грех перед ночью. Неправильно так к соседям относиться, особенно если соседи проблем не создавали. Не создавали, файтер. Мы не создавали. Были всем хорошими соседями. Всех принимали. Всех. Со всеми были хорошими. Осна Подзурну и бой барабанов переселялись дагестанцы на наши земли. Для дагестанцев это был праздник. Терско-Сулакское междуречье. Это исконно чеченские земли. Да, Чири, я знаю, я много знаю. Я знаю ту историю, когда Хасуха Магомадов, который остался, и его всех родственников, там кого только могли всех, весь народ наш депортировали. Хасуха как-то шел и увидел лоузер, праздник. Гужбанили, все танцевали, там бухали, все как положено. И Хасуха спросил, а что произошло? Он сказал, отмечаем, чеченцев выслали. Это были дагестанцы. Я не знаю сейчас, я не буду, какой национальности они были говорить. Я знаю, что чеченцы знают, какой национальности там собрались. Но речь была о Сюле. Он сказал, да, хорошо. А он был безоружен, пошел, взял оружие, вернулся и уничтожил всех, кого мог на этом мероприятии. Мы эту историю тоже знаем. Это не просто история. Это как радовались. Я думаю, с тех пор и дагестанцы посчитали, что русские, и они все помогли им. Помогли. Ну да ладно, это уже давно минувшие дела. Просто надо делать выводы. И все. И все. И все. Прежде всего вступить надо Россию поставить на колени, как делает Украина. А потом сама НАТО все врата откроет для Украины. Да, Чингисхан? Азербайджанцы это пришлый народ из Ирана. Тоже так же, как так? Ну ладно, азербайджанцев оставим. Аслан, не обращаю внимания на такой комментарий. Ну, я все подряд читаю. Так. Аслану всему чату. Витаю, Евгений. Шалом тебе. Шалом. Шалом алейхум. Асан, не нужно эту тему разжигать. Да, совершенно верно, справедливый человек. Не нужно, не нужно. Оставим эту тему. Оставим. Все равно нам никуда не деться друг от друга. И все равно мы договоримся между собой. Мы, кавказцы, всегда договариваемся. И мы всегда договоримся. Донбассцы, Украина. Андрей, абсолютно согласен. Так, Чинго связи вала. Это ты кому, Тимбер? Чинго выхучу. А, вот вы тут общались. Я думаю, скоро все вернут свою оккупированную территорию. Да,
Я тоже так думаю. Совершенно верно, справедливо. Не будем разжигать, забудем эту тему на время. Мы все находимся в оккупации. Как только мы освободимся, мы всегда найдем общий язык. Всегда. 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 Потому что мы кавказцы. Мы кавказская нация. Вне зависимости ни от национальности, ни от религии. У нас схожие понятия, схожая культура, схожая менталитет, мышление у нас даже одинаковое во многом. Поэтому, ну, не полностью обрусевших одинаковое. Осна, когда деоккупируемся, по полочкам все разберем, кто прав, кто виноват. Я уверен, справедливый человек, вот твой ник этому соответствует. Я думаю, мы справедливо разберемся. Мы всегда разбирались справедливо. Без лишних движений, где нужно уступать, где нужно помогать там где-то уважительно, как мы это умеем делать. И мы это сделаем обязательно. Обязательно это сделаем. Надо возродить традицию стучать по утрам в окна и напоминать, что они рабы. Мы не можем забыть, у нас война и не забудем. У нас тоже война, у нас тоже война, Андрей. У нас наша территория, ваша оккупирована только часть, наша оккупирована вся. У вас погибают до сих пор сегодня люди, у нас 300 тысяч уже убито. И уже насильно забирают на преступную войну, где тоже гибнут. А кто не согласен, того уничтожают. Ничего, ничего, все будет Ичкерия, друзья, все будет Ичкерия. Все будет хорошо, Далмула, все будет хорошо. Так, ну давайте немножко, раз сегодня стрим на русском. С нами воюют чеченцы за свободу Украины. Я знаю, Андрей, конечно же. Конечно, с вами весь мир. Весь мир. Все, кто не за вас, тот ошибается. Тот на стороне зла, кто не за вас. Вы на стороне добра и света. Ассаламу алейкум. Дегстан, нохчимата, дегстан. Хасун, вай. Сун хашун шадега. Итак. Дался Алёш подарок. Я тут перепостил у Романа Полонца его пост в Фейсбуке. Войсковые на фронте выстояли, то стоять міцно. Не выстают собаки женского рода, тыл, раскрадание, брехня, коррупция, чвари-то марафон. Вот это вот чисто чеченский сценарий. Мне, когда это вижу, мне так это неприятно все это видеть, ощущать. Когда ты понимаешь, что фактически повторяется вот чеченский сценарий, чеченский дежавю, когда воины воюют, а эти грабят просто, бесщадно грабят. Просто бессовестные люди. Голос Америки. Министерство юстиции, 3 дня назад новость. Министерство юстиции США заявило, что гражданин России Вадим Коношенок, которого американские власти связывают с Федеральной службой безопасности РФ, сегодня предстанет перед федеральным судом в Бруклине
по делу о контрабанде оружия для нужд вооруженных сил фашистской России. Говорится в пресс-релизе Минюста, ну, фашистской России, я от себя добавляю. Говорится в пресс-релизе Минюста. Он обвиняется в преступном сговоре и отмывании денег. Согласно обвинительному заключению, Корошенко и его сообщники работали с российскими компаниями ООО «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые по поручению ФСБ закупали технологии, компоненты и материалы, используемые для создания российских вооружений. Поставки осуществлялись через Эстонию, где в декабре 2022 года местная полиция безопасности КАПО задержала Вадима Коношенко. 13 апреля его экстрадировали из Эстонии в США. В случае признания виновными россиянину грозит до 30 лет лишения свободы. Слава Эстонии, слава США. Молодцы, так держать. Эту всю чернь, нечисть, эту ГБшную нужно арестовывать и сажать. Так. Мы кавказцы, нам нужен кавказский дом, а границы после деоккупации решил земельный вопрос раз и навсегда, чтобы больше между нами, нашими народами не было терок. Совершенно верно, абсолютно. Знаете, вот мы, кавказцы, считаем себя там, мы есть древние народы, древние нации, у нас мы высокоморальные, культурные нации. Ну, если не брать там русификацию, все такое, глубинно, если смотреть на наши корни и так далее. Так вот, здесь европейские народы, они такие же. Вообще-то кавказская раса, это белая раса считается, что как бы считается у антропологов, у ученых, что белый человек вышел с Кавказа, и поэтому кавказская раса, Caucasian race называется, кавказская раса. Русские, правда, это называют белой расой или европеоидной расой. А здесь в Европе называют, и в Америке называют кавказской расой. Так вот, вот европейская кавказская раса, которая проживает здесь в Европе, у них нет границ. Ты когда едешь на машине по Европе, ты узнаешь только или по навигатору, или там по указателям, которые меняются языки просто, и ты понимаешь, что там заехал в другую страну. Или же, если тебе приходит на телефон сообщение, что вот вы сейчас находитесь там в роуминге или там еще как-то. Вот так приходится. Границ вы не видите, полицейских вы не видите. Ничего здесь не, все открыто, езжай. Неужели мы, кавказцы, в нашем кавказском доме не сможем построить такое же государство? Нам какие-то там границы делить, воевать, сражаться, драться, нам это нужно? Не нужно. У каждого куска земли мы знаем веками, 1000 лет мы знаем, каждый кусок земли чей. Как бы там Сталин не делил, как бы там русские не делили, что бы они там не делали, мы знаем, кто чей земли, где, как все живет. Поэтому мы будем жить абсолютно, я уверен, будем жить в мире и созидании. Европа воевала всегда между собой. Немцы и французы друг друга ненавидят. До сих пор даже это выявляется. В анекдотах, там, подшучивании друг на друге и так далее. Они много веков, много раз воевали друг с другом. И не только немцы с французами, и все с друг с другом, и с другими со всеми тоже. Сейчас они не воюют, они ничего не делают, в физическом, агрессивном плане, ничего не делают. Живут, созидают, торгуют, абсолютно все открыто. Мы никогда не воевали друг с другом, кавказцы. Мы на самом деле единая кавказская нация. И что нам делить? Конечно, мы разберемся, и будет у нас граница только по периметру Кавказа.
А внутри мы будем жить очень супер круто. Далмула. Далмула. Ва алейкум салам, Мансур Мак. Машуэло. Нужен Кавказский альянс как НАТО. Но военный альянс мы можем заключать только с американцами, англичанами, с НАТО, потому что у нас военной силы нет как таковой, ни технологий, ни вооружений, это потребуется десятилетия закупок у тех же, у кого есть это оружие и так далее. Ну, конечно же, и армия должна быть у любой себя уважающей страны, государства должна быть армия, должны быть только вооруженные должны быть. Я считаю, что свободные люди должны быть вооружены. У российских бомб сейчас 80% американских чипов, при том, что изготовлены в 23 году. Ну, это, я в это не верю, если честно. Когда будет единство Кавказа, орки покинут, как шакалы, Кавказ. Да, Чингисхан, ну знаешь, в чем проблема? Наши, так называемые наши кавказцы, они слишком прорусские. И их нужно будет жестко посадить на пятую точку. Нужно будет сказать: господа, вы сейчас не будете больше служить России, а пойдете к себе домой или сядете в тюрьму. Вот как будет. И это мы сделаем. Мы наведем порядок. И на Кавказе наведем, и везде наведем, где потребуется. Я за тех, кто в президиуме, но, к сожалению, они как-то держатся в тени. О них я узнал от тебя, Аслан, на твоих стримах. Да, это большая проблема, Бек. И если быть честным до конца, из-за того, что небольшая активность, очень малая активность там отдельных людей, только лишь активность из этого президиума, я оказался вот в этой сети театральной труппы в экзиле, которую возглавляет Ахмед Закаев, который очень искусно представляет себя каким-то политическим деятелем и каким-то защитником чеченского народа и государства. Я именно поэтому оказался. Если бы были люди такие, как я, которые разъясняли, говорили днем и ночью, доносили бы информацию, то я бы не попал бы в эти сети. Я бы не попал бы. Мне было бы что взвесить. А теперь, когда я вам говорю, вот Бек, ты один из тех, ты не первый, но ты один из тех, кто тоже говорит, вот, ну вот, хотя бы от что вы узнали, что есть настоящие независимые люди. Но это много с этим причин связано. Факт есть факт. Факт есть факт. Я тоже, скажу тебе, прошел такую нормальную школу, нормально по лезвию ножа походил, да, в плане и репутации, и всего остального, чтобы докопаться до истины, до которой, я думаю, я дальше буду продолжать копать и искать эту истину. В Европе раньше воевали за ямную культуру, а ты поймешь, какой огромный вклад Древний Кавказ несли прото-индоевропейцев. Так, ладно. Это исторический шанс всего цивилизованного мирового сообщества, да, Чингисхан, покончить с империей зла раз и навсегда, иначе мы завтра пожалеем, конечно. Например, половина Чехии, Западная Польша, это земли, где немцы завоевали и жили там веками. Но после 1945 года они были депортированы, оккупированы Германией, властью, но сегодня нет территориальных претензий. Ну потому что уже есть закон. Здесь на самом деле уважают закон. И нам, кавказцам, прожившим долгое время в советской оккупации, в царской оккупации, там фашистская, российская, и вот так называемая демократическая вот этой фашистской оккупации, русская оккупации, мы не уважаем закон. И я до сих пор призываю не соблюдать, конечно же, фашистские законы, потому что, ну, только если вам грозит опасность соблюдать. А так, всячески нужно их нарушать, эти законы. Но дело в том, что таким образом у нас формируется
отношение, пренебрежительное отношение к закону, к полицейским, к структурам власти. Это неправильно, это в корне неправильно. Когда появляется наше государство, свое, родное, вот тогда мы должны соблюдать. Мы не соблюдаем, потому что русские оккупанты и русские сами не соблюдают свое. Почему мы должны соблюдать? Мы же не лохи, правильно? И поэтому, и тем более они оккупанты. Зачем нам следовать оккупантам? Даже если бы они соблюдали. А тут это свое. И поэтому нам нужно привить эту культуру, правовую культуру. И здесь, в Европе, очень, очень сильно это. И мне чем нравится Германия. В Германии очень сильно соблюдается вот закон. И за что я уважаю немцев, в первую очередь, это за то, что они соблюдают свой закон. И я соблюдаю их закон тоже. Я не могу заставить себя перейти на красный свет дорогу. Ночью, 3 часа ночью немец не пойдет. И я думаю, почему я должен идти? Если я уважаю немцев, если я им благодарен, что они меня приняли, почему я не буду соблюдать этот закон? И таким образом формируется, я хочу сказать, мое видение. Хотя я всегда мечтал, живя в России, проезжая на красный свет на машине, там, давая взятки ментам, которые меня их вымогали, я всегда мечтал жить в законном государстве. Что вот есть закон и все. Вот, железобетонно. Никто не видит, но твоя совесть, ты видишь это. И ты соблюдаешь этот закон. И нам нужно прийти к этому. И как пришли европейцы. Я думаю, мы придем к этому. Да, мула. Да, мула. И поэтому, когда есть разделены территории, и есть закон, который после Второй мировой войны сформировался, они уважают все. Ну так договорились, все, значит живем так. Это правильно. А не так, что вот, Крым когда-то, там мы с турками там где-то что-то были, там где-то как-то кого-то там, там пару бичей наших солдат, так называемых, погибли где-то там на Крымском полуострове. Ах, да, эти бичи не были, они даже не забирали никто, как сейчас в Украине, как у нас в Чеченской республике Ичкерия. Никому эти трупы не нужны. Ну заберите их, собаки объедают, они их не забирают. Но зато потом рассказывают, мы там кровь проливали. Надо вернуть, вот мы же там кровь проливали. Бичей, которые никому не нужны, самим им не нужны. Они потом мы... Вот такое отношение. Ну, они же не о бичах своих думают, за которые кровь проливали, за которых они, их потом собаки там доедали где-то. Они думают, у них нет культуры, правовой культуры нет. Они не соблюдают законы. Им, надо есть, вот слабые украинцы, все надо захватывать. Вот они сильные, мы не будем лезть. Вот и вся их философия. И мы, к сожалению, вот эту паразитическую их философию, паразитическую их психологию переняли определенности. И нам нужно будет это изживать, воспитывать молодежь, с детского садика детей воспитывать, чтобы они соблюдали наши законы, которые мы обязаны соблюдать. Потому что по-другому государства правовые, Америка также, какая бы там империя, там она очень плохая, все говорят. Но скажите, что там не работают суды. Скажите, что английский суд, да, империя тоже все такое, что все судиться едут не в Англию. Да, арабские шейхи, там, русские хапуги, варюги, там, нефтяники. Все едут судиться в английский суд. Потому что он завоевал это уважение, он завоевал мощь своего, авторитет завоевал. И нам нужно к этому прийти. Так. Ну вот об этом и лек Аплан, об этом и речь. Если наши законы мы соблюдаем, и все. Так, Европа им действительно не нужны границы после всех войн. А вот с внешним они поспешили открывать. Вместо того, чтобы жить только люди схожих в культуре и традиции. В Европе и на Кавказе это присутствует. Да, Евгений. Так, Аслан, законы уважать хорошо, так, да нету, даже оставлять не надо. Аслан, в Европе за земли воевали, но во Второй мировой войне решили остановиться на войнах, были приняты законы международные. Ну да, вот об этом я и говорил. Так, если оккупанты врут, значит боятся правды, а правда останется в истории на все века, во всех учебниках. Дети будут играть в войнушку против российской оккупации, петь Путин, ла-ла-ла-ла. Совершенно верно, Юрий. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Я всегда слушаю твои выступления, я поддерживаю твои комментарии, но про Басаева, Закаева ты ошибся. Они тоже были, есть покупные. Басаев нет. Басаев нет.
Правильне мышление у тебя сам. Дуже дякую, справедливый человек. Рональд Рейган тоже был артистом, снимался в фильмах Вилд Вестон и развалил СССР. Рональд Рейган был, ну, ничего против артистов, я ничего не имею, абсолютно. Я просто имею против, между прочим, Рональд Рейган был каскадером, он не просто был какой-то артист, он был очень дерзкий парень, очень смелый парень был. И много раз ломал себе кости на съемках, как Джеки Чан. Ну, не так много, как Джеки Чан, конечно. И в этом плане. Я ничего против не имею артистов, актеров я ничего против не имею. Но я имею против того, чтобы я лицемерие и обмана имею в виду целого народа. Вот что я имею в виду. Я против коррупции особенно во время войны. Я против коррупции вообще. Вообще 1 рубля, 1 цента, 1 копейки, $1. Я против, чтобы брал человек. Но на войне это мега преступление. Это самое коварное, самое подлое преступление. На мой взгляд. На мой взгляд. Люди, которые признают войну не только неизбежной, но и полезной, поэтому желательно, эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращенностью. Лев Николаевич Толстой. И Лев Толстой написал «Война и мир». Да. Да. Тут все вопросы решают. Смешно. Без проблем, Юзеф, заходи, решим и твои проблемы, да, все вопросы. Если ты нарушаешь, надо платить. Да, совершенно верно. И знаете, я вам скажу, открою, я думаю, для других это тоже очень рабочий такой механизм. Нужно наказывать не тюрьмой, там, не отрубанием рук, ног, там, выкалыванием глаз, залитием там, в рот олова там, и так далее. Нужно наказывать деньгами, финансово нужно наказывать. Я вас уверяю, работает, просто супер это работает. На красный свет приехал, никакого мента, никаких ГАИ, взятки, там, договориться, там, отпусти свой, чужой. Пришел тебе счет, плати, вот тебе $100, плати там, или 100 нагар. Заплатил. Не заплатил, 150 нагар тебе следующий, через месяц. Потом 250, потом 500 тебе нагар. Потом пришли, забрали у тебя машину, все, не катаешься ты больше. Все, наказывать нужно финансово. Да, за тяжкие преступления, особо опасных бандитов нужно изолировать от общества, остальных нужно наказывать деньгами. Зачем его содержать, если он что-то украл? Да, зачем его держать, его еще потом на него тратятся деньги, его еще содержать, там, его обслуживать, охранять, там, кормить его. Я оштрафовал его, пошел отсюда. Все. Это очень хорошо работает. Так, друзья. На Кавказе искоренить коррупцию будет очень трудно. Ну, самые большие коррупционеры на Кавказе, одни из самых больших, считались грузины в советское время. Саакашвили справился. Это все надумано. Если будет рыба гниет с головы, если наверху сидит человек, который не берет и очень категорически относится негативно к тому, что берут взятки, то все идет вот как вы камень в воду бросаете, кругами вот расходится круг, все больше и больше. Вот так доходит и до нижестоящих. И потом у вас есть место, куда люди приходят и жалуются. И говорят, меня взяли взятку. Все, взял взятку $1000. Тебе штраф $100 000. Все, больше с тобой разговаривать. У тебя дом стоит $100 000. Пожалуйста, освободил дом и пошел отсюда. Семья, не семья, все вышли из дома. Там, если дети есть куда-нибудь, там дать им коммуналку, какую-нибудь комнатку. Все, давайте туда переезжайте. 1, 2, 3 раза, 5 раз делаем, больше охоты не будет брать $1000. Потому что ты лишишь всего. Ну и, конечно же, нужно чиновникам делать зарплаты. Это целая совокупность мер, которых нужно принимать. Потом есть еще современные технологии, очень сильно помогают бороться с коррупцией, чтобы там, те же штрафы, которые делаются, там, бумажки, которые вам выписываются, все делается через компьютер, все делается онлайн, все фиксируется, и ты не даешь, ты не общаешься с чиновниками, ты общаешься с компьютером, ты обязан заплатить, все заплатил. Деньги переводятся на карту, тоже очень-очень важное дело, чтобы
банковская система, она развивалась, и было все на карточке и так далее. Конечно же, должны быть и бумажные деньги, и другие, там, и золотые деньги, все как пускай будет. Ограничивать нужно минимально вообще, но государство должно себя охранять. Свою вот эту систему она должна выработать так, чтобы комар носу не подточил. Так как-то так, да. Народ без совести, народ без души. Народ без души – народ, который не может выжить. Уинстон Черчилль, британский государственный политический деятель. Военный журналист, писатель 1874-1965. На Лиманно-Куп'янському напрямку ворог зібрав понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танков, понад 555 артиллерийских систем, 37 РСЗВ. На пику радянских войск в Афганистан было 120 тысяч. Да, я только перед началом смотрел новости, что да, собираются они сейчас контратаковать, будут пробовать. Я думаю, это будет сейчас просто кровавый их разгром это будет. Там, я думаю, там они очень ошибаются. Это вот это будет последний их рывок, мне кажется. Асан, я, конечно, понимаю, что у вас отношение ко всем русским одно и то же, несмотря на их позицию. Но что такого поганого сделали белорусы? Что они такого сделали, что украинцы называют белорусами? Жоя Маркос, ты русский, удмурт, да? И я тебе скажу, это неправда, что у меня ко всем русским одинаковое отношение. Это неправда. Хоть и большинство русские имперцы, и я говорю об этом, потому что вы реально сегодня проблема. Реально вы совершили геноцид моего народа. И сейчас совершаете геноцид украинского народа. Поэтому я думаю, вы должны понимать нашу позицию. А если не понимаете, ну это ваши проблемы. Извините, это вы совершили над нами геноцид. Это вы оккупировали нашу территорию. Поэтому, когда вы говорите, все русские плохие, с таким обиженным, там, с претензиями вы так говорите, ну, это неуместно, это не обоснованно и несправедливо с вашей стороны. Тем более, я еще раз подчеркиваю, речь идет не о всех русских, о которых я, например, я так не считаю. Я говорю о политических русских, то есть об имперцах, которые считают, что моя Ичкерия – это их земля. И что мы должны быть частью вашей страны. Только поэтому. Что говорят про белорусов? Я вообще ничего никогда не говорил, хотя белорусы тоже помогали нас уничтожать. Ни про украинцев не говорил, ни про грузин, хотя все они тоже приложили определенную руку. Но речь идет только об имперских русских с моей стороны. Что говорят украинцы про белорусов? Так мне вообще ничего по этому поводу, во-первых, неизвестно, а во-вторых, ну кто-то где-то что-то сказал, это раз, а во-вторых, ну, Белоруссия, с территории Беларуси было нападение на Украину, и у них есть основания так считать в определенной степени. И идет война, опять же, поэтому, если вы на стороне справедливости, несмотря на то, что вы русские, хотя вы сейчас будете притворяться татарами, чувашами, удмуртами, там разными другими, третьими, потому что сейчас русским быть не очень выгодно. Я, кстати говоря, несколько лет еще, 3-4 года назад, когда вел чат рулетки общение с разными людьми, я им говорил, вы скоро будете называться себя там чувашами, там белорусами, татарами, украинцами, кем угодно, только не русскими. Поэтому вы, если те люди, которые справедливые и понимаете на самом деле, не просто обижаетесь на то, что говорят, а вы на стороне справедливости, хотите по-честному разобраться, то в таком случае вам нужно отбросить все эти вещи и быть справедливым, быть по-настоящему справедливым. И сказать, да, мы виноваты, и помогать. Не просто обижаться на то, что вас кто-то в чем-то обвиняет. Вы должны бороться, вы должны свергнуть своего Путина, вы должны свергнуть свою КГБшную вот эту власть и заставить их ответить, как сербский народ поймал Слободана Милошевича и выдал его в Гаагу. Вот до тех пор вас будут ассоциировать. Извините, но я вижу очень мало таких русских, которые борются с этой властью с первых дней вот этой русско-украинской войны.
Очень мало я таких людей вижу. Хотя есть. И честь им хвала, и я их уважаю. И я не имею в виду их вообще, когда говорю о русских, когда я вот все вот эти неприятные вещи, когда говорю, их это не касается. Так, давайте почитаю комментарии здесь немножко. Ассаламу алейкум, ассалам. Массана ФСБшник, ума ола, ассалам. Бубуш, олиа, и доххум духун. И доххум дуун, аслан. Ахмедыч, ва алейкум ассалам. Ханулас, массара. По-моему, Ахмедыч, хаук, массарна олбуш, харцлик дүйч. Асамаца ол, массарна. Массарна маца ол. Ханул алал, ас обосновать, но измел эльчун. Что олкаш, да, у вас такая привычка, ну так взять, сказать, ну ты же на всех говоришь. Нет, не на всех я говорю. Не на всех. Не на всех. А вот на кого говорю, поименно, конкретно скажи. А так, это как-то несправедливо получается, что вы заходите, слушаете меня, сами ничего не делаете. Когда кто-то что-то делает, чтобы это у вашего вот этого самозахватчика, самозванца, как его называют, Аяд Эдигов, Закаева такая привычка есть. Да? Тумсу Абдурахманов агент, я об этом говорю, и как бы я выступаю там, Ахмеда Закаева поддерживаю, там за него говорю. И ему его вот это окружение, такое же, как он, задает вопрос. Ахмед, а вот там говорят Тумсу Абдурахманов, мое имя ничего не произносится, я табу, короче, сацайок шац. Дикаду, Йовара, Мерцарич, да, они публично не говорят, а так, сацайбагар, уаюльшац. Мое имя, они не кладутся за рта. Все время они меня обсуждают. Чтобы про меня гадость сделать, придумать про меня. Я знаю это. Слухи распускают, угрожают и все остальное. Ну да ладно. Ему его вот этот придворный задает вопрос. А что получается там говорят Тумсу Абдурахманов, там агент, там туда-сюда. Все знают, что он агент. Но Закаев говорит, ну это шпиономания там туда-сюда. Я не знаю, как реагировать на это. Я поддерживаю этого человека. Тумсу Абдурахманов наезжает на него. И тут, чтобы я не раскрывал шпионов, которые вредят нашему народу, меня фактически выводят в шпиономанию, что я болен шпиономанией. Так если я шпиономан, почему мой канал запретили в фашистской России? Почему, когда я зову, придите, я шпиономан, вы придите, сядьте со мной на детектор лжи. Давайте проверим, я шпиономан или вы работаете на русских, вы продали идею чеченского народа. Вот ответа нет, тишина. Почему так возникает? И вот ты заходишь, тоже мне писал комментарий туда-сюда, такой вроде бы ты нейтральный. И тут заходишь, говоришь, почему ты всех ФСБшниками называешь? Кого всех? Кого? Я Аяда Эдигова называю. Может я не знаю, там, кого там еще можно назвать. Хусейна Исханова я называю, может еще кого-то я называю, Муслима Чеберлоевского называю там, Муслима Мадиева называю, может кого-то я из них называю. А не называю я их. А ты не знаешь почему? А потому что они никак не запятнаны в этом. Вот и все. Вот и все. А если запятнан, прямо скажи, вот почему ты говоришь на Ахмеда Закаева так, или на Тумсу Абдурахманова, или вот, например, Белакиева я вчера говорил. Почему нет реакции от Белакиева? Ему все равно, что про него говорит человек, которого слушают. Поверь мне, не меньше и больше, чем его. Очень умные люди слушают. Ему, думаешь, все равно это? Мне кажется, ему не все равно. Например, если бы про меня говорили бы, я бы обязательно вышел бы и разобрался бы. Если он выходит на связь с Джамбетовым, предателем, то я думаю выйти со мной на связь и сказать, Аслан, ты, по-моему, на меня наговариваешь, я никакой не КГБ, давай сядем на детектор лжи, пройдем детектор лжи. Вот я бы сказал бы так ему. А он почему-то не говорит, как ты думаешь, почему? И вот такие, как ты, Ахмедыч, заходят и говорят, ты на всех говоришь. И таким образом вы меня делаете шпионом, болеющим шпиономанией такой.
что ты психически, он уже все, у него крыша едет. Нет. Хотя вы всячески пытаетесь меня под это подогнать, я не болею шпиономанией. Я очень-очень долго выверяю. Я знаю, сколько уже накопал. У меня целые архивы на вас. Не на вас, не на тебя, а на них. И я очень аккуратно разбираюсь. Потому что мне отвечать придется. За каждое свое слово. Я готов отвечать. Но почему-то не уходит эфир. Вот открытый прямой эфир. Оставил телефон, WhatsApp. Все, любой человек имеет доступ ко мне. Давайте, выходите, говорите. Нет, ты не задавался вопросом, почему так? А вот ты сейчас являешься пособником их, называя меня, что я всех называю ФСБшниками. Вот почему ты так делаешь? Вот объясни мне. Можешь ответить мне? Можешь зайти, давай, в прямой эфир, зайди, расскажи людям, почему ты так говоришь. Так, поехали, дальше идем. Ждем, Ахмедыч, давай, заходи, расскажи мне, почему ты говоришь, что я всех называю? За тебя копают, а ты озвучиваешь, говорит. Хасан, ты имеешь в виду, что там люди раскапывают информацию, а мне дают, и я озвучиваю. Большому сожалению, Ахмед, босс, Хасан, большому сожалению, мне не дают информацию. Да, где-то я получаю какую-то информацию от там обрывки информации. А так все сам. Абсолютно. Ничего мне никто не заставляет ни говорить, не указывает мне говорить. Никто. За все, что я говорю и делаю, несу только я один ответственность. Никто меня не может заставить. Я абсолютно независимый человек. Я говорю Америка, я говорю Англия, я говорю слава Украине. Ни Украина, ни Америка, ни Англия не может меня ни заставить, ничего сделать против моей воли. Я абсолютно независимый человек. Я не получаю ни одной копейки ни от одного человека. Абсолютно свободен в своих мыслях и собираюсь таким оставаться. И этим горжусь. Хотя это, я тебе скажу, не так легко, как хотелось бы, да? Если ты нарушаешь, надо платить. Да, совершенно верно, штрафовать нужно. Ассаламу алейкум, ассалам. Ассаламу алейкум, жри. Алейкум салам. Азнам, почему столько, имея столько богатств, почему Россия в этом? Хороший вопрос. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам, Сабир, Азербайджан. Свободу Чири. Андрей, дуже дякую. Чечня выживет и будет свободна, потому что добро в итоге победит зло. Дай Бог, Илона, дай Бог. Конечно, есть архив у тебя на Лубянке. Блондин немецкий. Спрятавшись под ником, блондин немецкий. Эх ты. Пойдемте дальше, друзья. Сколько мы? О, мы более 2 часов. Ну, еще посидим, друзья. Если вы не спешите, я тоже никуда не спешу. Так, член Даги, у вас мало осталось из ислама, но ваш старика, так. Я белорусский, я полностью на стороне Украины и Ичкерии. Считаю, что белорусы ответственны за войну, может, и меньше мере, чем русня. Так, пойдемте дальше. Справедливость, так. Абсолютно верно. Амзат, дуже дякую, Олі.
Беларусь, союзники РФ передают оружие, боеприпасы, аэродром для ракетных атак, госпиталя, тренировочные базы, ремонт вооружения, скупают на мародерина, пропускают РГ, можно платить. Так. Это чечен, который носит, он любит кафирский флаг. Понятно с тобой все. Как ты думаешь, как РФ ответит на подрыв моста? Какой теракт предпринят на этот раз террористическое государство РФ? Ну, опять бомбить будет, что она еще может? Если я не связан с ФСБшником и на меня наговаривают, то я из кожи вылезу, но спрошу за наговор. А если я связан с ними, то у меня нет порыва, так как проигрышный вариант. Совершенно верно, Хамзат. Именно потому что вот такие люди, как вот этот, заходят и мне говорят, ты всех обвиняешь. Я оставил свой номер телефона. Я готов оплатить детектор лжи. Я готов абсолютно бесплатно все им организовать, чтобы они приехали и доказали мне. Я им готов отвечать на все вопросы. И каждый раз, когда я кого-то в чем-то подозреваю или обвиняю, я всегда делаю расклад. Определенно, в большей или меньшей степени. Если нужно будет, я буду копать и еще юридически грамотно полностью я разложу. Просто выверну наизнанку все покажу, как нужно будет. На суде, как нужно будет. А так я всегда привожу доказательства своих слов. Всегда. Так. Вот у меня косвенные, вот прямые, вот свидетельские. Есть те и те у меня показания, основания. Никогда я не привожу. А потом просто заходят и говорят, ну ты на всех говоришь. Неправда, не на всех. И мне нет смысла на всех говорить. Я что, самоубийца на всех говорить? Если бы я на кого-то сказал, кто не виноват, они бы мне житья не дали бы. Они бы видео снимали бы, рассказывали, говорили бы об этом. А человек, которого говорят, ты работаешь на ВСБ, ты занимаешься коррупцией, ты делаешь это, ты вредишь чеченскому народу. Мне сказали бы, я бы и позвонил бы, и вышел бы на связь, и доказывал бы. Но они не говорят, они так между собой говорят, между собой. Ну прямо вот Аслан работает на ВСБ. Они не говорят, или комментарии анонимные могут написать. Хаяли, доказательства. Хаяли, где я? Все, тишина. Потом, когда встречаются с моим другом, ему говорят, не, он не ВСБшник, мы это точно знаем. А вначале они говорили, распускали слухи, что им какой-то генерал ФСБ сказал, что я работаю на ФСБ. То есть генерал ФСБ сдает свою агентуру каким-то ичкерийским чеченам, как бы якобы ичкерийским чеченам. Задумайтесь над этим. Это фактически этот генерал предатель, он сдает агентуру свою. Это считаю, его нужно все расстрелять, посадить этого генерала нужно. Это один момент. Второй момент, я работал адвокатом, я работал правозащитником, общался с разными там ментами, там в тюрьмах был, везде, где только в тюрьмах Лефортово был. У меня нет знакомого ФСБшника, генерала, который может дать такую информацию. Вот не нажился я, хотя я общался с очень многими людьми и заводил друзей, общение, там контакты были, все было с разными. Но вот с генералами КГБ, ФСБ вот не довелось мне завести, чтобы он мне сливал еще информацию какую-то. А потом говорят, нет, это мы там ошиблись, мы знаем точно в акте ФСБ. А потом атеистуюсь, антитеррор, совубо антитеррор. Иштахум шюц, кдина, бюса, юч, ашу. Нет, вместо того сказать, ты говоришь, что я говоришь ФСБ. Давай, в прямом эфире, давай, детектор лжи, давай, проверим. Когда мне говорили, работая из Закаевского правительства, человек говорил работать на русских, вот этот человек не говорил, что он там не виноват, там третье, десятое. Он сперва говорил, что он не говорил, а потом сказал, что пошутил. Это вот его две версии были. Они говорят, кюги дарит. Все, надежда диеза, дроугендер, ду аслану, хирам бу, кадега телевонья, хирам бу, доуда, ци дол, шумду. Ци муцаэн, том те эра варкрж, нахбой, шляшто, хумантя. Азлилаш бол, том беки хую. И тут хирмаштиш, кюги дарит диез. Кюги цоох, рэскш, кюги ох, швац аслан. Рэскш, амбуах белчан, кюги цоох. Хайн цоох, кюги.
со бык ват, со гладиатор ват, со обычный правозащитник, но со газ шкюги цовох. Син цехаллата цовох. И те проблем, со кюги цовох. И это целоца, я кира целоца, и та проблем ух цер. Нет у меня никаких доказательств. Конечно, нету, ребят. Просто воспринимают не все это как... Убот и Хасан. Ахмад Силас. Ахмад Силас. Пришел, да, султанчик? Тем самым они сами подтверждают свои слова, свою связь с ними, а нам остается только утвердиться свое мнение о них. Совершенно верно. Аслан, почему ты оправдываешь? Зачем это нужно? Мой отец говорил. Мой отец, зачем нужно? Мой отец говорил, тяхашна, оулияшна, лина олар. Да, совершенно верно. Отсюда, комментарий, у комментарий Юлшамяцари, по-моему, ошибочно, наверное. Аса, есть вариант сделать стрим с кем-то из президиума? Я с Мусой делал, Таиповым, стрим. Можно с Аядом сделать, если он захочет. Я просто, мне без разницы, если честно. Задавать вопросы, вы сами можете задать им вопросы. Они в Фейсбуке есть, у них свои YouTube каналы есть, у Аяда есть, у Президиума есть. Пан Аслан, не ведитесь на провокации, не выпроводывайтесь. Я не оправдываюсь, Юрий, спасибо, конечно, за поддержку, я вам верю, дуже дякую. Тем самым они сами подтверждают свою связь с ними. Так, а нам остается только утвердить свое мнение. Да, совершенно верно. Аслан правильно реагирует, не будет лишним напомнить, что полиграф всем этим проходимцам. Да, я даже, знаешь, Файтер, я знаешь, чего удивляюсь. Почему я до этого полиграфа не додумался раньше? Все, на любые их слова я им полиграф говорю. Давайте полиграф, все, давайте. Независимый эксперт все рассудит в прямом эфире. Давайте, кто из нас врет, проверим. Давайте, мне есть резонно врать сидеть. За эти 4,5 года они не нашли ни разу, ни один раз, чтобы мне предъявить. Они заходят, задают вопросы, где-то что-то заподозрят, где-то что-то я сказал. Уточняющие вопросы, я же вижу, как они задают. Заходит, а вот тогда ты так сказал, там какой-нибудь левый ник, который никогда мне не писал, заходит, а ты вот это так сказал, а ты вот это так, раз-то. Так, ага, надо здесь, чтобы потом это все в купе, им нужно это все разом выложить на меня. Вот здесь он соврал, вот здесь он это сделал. А нечего. Нечего, вот чтобы осязаемо можно было вам предъявить, показать, и чтобы, да, я где-то, может, оговаривался, может, я где-то забывал какую-то там цифру, дату, там что-то мог я неправильно сказать. С этим есть. Но у них нету ни одного доказательства, что я связан с русскими, и быть не может. Потому что если бы эти доказательства были бы, они были бы у американцев и у немцев. А американцы и немцы их не имеют. Это я точно знаю. Абсолютно этого нет. И вот они вот и так, а хотя они пишут на меня доносы, где-то там я где-то что-то, где-то как-то там что-то пытаются сварганить, но нету, и быть не может. Не может быть. Я это не потому, что там американцам или немцам это нравится или не нравится. Я сам по себе такой. Это мой внутренний код, мой генетический код. Это не я, если это будет. Этого быть не может. А остальное мутят, ищут, что-то копают. Ты там это, а ты там тогда это сказал и так далее. Ну да ладно. Аслан правильно говорит. Ассаламу алейкум. Вежи мунду халде. Дик ду алейкум ассалам. Так. Аслан, лет 800 уже не было эфира с Хусейн. Как он? Надеюсь, все в норме. Да, все нормально, Евгений. Аслан, хок арва реcht уж.
Те цоган целетте тита ила дюрстнеш дамах ецла. Анки жахар цанео Осторг вот был здесь, помните, полукиллер, который лгал на меня, и которого там ему сказали там убить там и так далее. И он мне сказал как-то, потом я уже вспоминал в разговоре, он сказал: Аслан, они все равно тебя подведут к тому, что сами хотят. Ты будешь делать, как они будут. Потом я это только анализировал, что он мне сказал. И я тогда ему сказал, они могут меня обмануть, я ему сказал. Они могут меня много раз уже обманули. Хас хабардичан, сом тиш матиши, сусан нохчи умаметисун, аргезюет, сум хамацахай, агучеллот. Агез гучельцут, аз гезю, да и идутин. И все. Агучваллот, и нохчи усатин, лерам бусатин, гилкду. Вот не могу по-другому. И вот, я говорю, обмануть они меня обманут. В этом я уже убедился, я знаю, я же себя знаю, можно меня обмануть. И то, пока я не начну осторожен, сейчас я уже осторожен ко всем. Но то, что они подведут к тому, что они хотят, этого никогда не будет. Никогда они не заставят сделать то, что они хотят. Да, обманом где-то как-то, но это никогда хердаться. В чем твоя сила, говорит? Моя сила в правде. Так. Укуса курбазбеш. Цоган ти квак бэх канцан, жалч олаз до бог, цоган ти квак бэхч. Юз. Байтан и стаджимал. Ну, удижду. Так же не бывает, что Шейнлуак хадеш, короче, так не бывает. Ну ладно, друзья, я на этом свой стрим закончу. Я думаю, послезавтра, может завтра, может послезавтра стрим на чеченском языке будет, посмотрим. На этом я свой стрим заканчиваю. Все будет отлично, друзья. Фашистская Россия терпит сокрушительное поражение. Последний рывок, который они сейчас пытаются сделать, чтобы как-то перехватить инициативу. Инициатива полностью в руках Валерия Залужного. И эту инициативу они пытаются всячески перехватить. И у них ничего из этого не получится. Верьте в ЗСУ. Слава Украине. Все будет Ичкерия. И как обычно, друзья, Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, спокойной ночи. Адикюэль марш оль.